Эсен Дуслар, почему русские – это оккупанты? Являются ли русские оккупантами? Мы не можем говорить итальянские оккупанты или корейские. Никакой ненависти, никакой предвзятости. Татарское государство захватили, вырезали, убивали, убивают, издеваются, уничтожили и уничтожают русские. Как мы их должны называть? Когда Сталин и Гитлер начали Вторую мировую войну, все называли и называют немцев немецкими оккупантами. На нас напали и оккупировали русские. Поэтому по всем правилам и законам они оккупанты. Но оккупантами я считаю тех, кто поддерживает русскую власть. Беспредельную, фашистскую, захватническую власть, которая сейчас убивает мирных граждан Украины. Кто поддерживает нарушение и ущемление прав нерусских народов. У многих из нас есть русские знакомые, родственники, коллеги по работе, соседи, друзья. Вот спросите у своих друзей, соседей, хотели бы они, чтобы вы, как его друг, жили в независимом государстве. Я думаю, что многих из вас удивит ответ на этот вопрос. Мы, татары, сейчас не понимаем и не осознаем, где и в каком положении мы находимся, с кем мы сосуществуем. Одна моя знакомая женщина, татарка, сказала мне: я не могу пойти на Хетор-Кене, потому что у меня русская подруга. Получается, теперь нам, татарам, не видать свободы, потому что у нее русская подруга. Потому что у нас русские подруги, русские друзья и русские родственники. Почему мы, когда речь заходит о нашем будущем, о нас, мы начинаем переживать за наших поработителей? Может, просто нам нужно оставить их в покое? Может, нам нужно начать думать о себе, о нашем будущем? Может, русские пусть решают свои проблемы сами? Пока мы переживаем о русских, за русских, нас русские власти перемалывают через жернова пропаганды. Нам говорят в телевизоре, в СМИ, во всех социальных сетях о наших якобы татарских победах, на всяких международных конкурсах, турнирах, о том, что якобы Казань заняла 1, 2, 3 место в каком-то соревновании, что Татарстан якобы по какому-то уровню обогнал Москву, Питер или еще какой-то другой захваченный когда-то русскими город, что в Татарстане татарские власти добились небывалых результатов по уровню жизни, по строительству или еще по какому-то там по русским меркам уровню, ставя татарским властям при этом памятники при жизни. На самом деле это все русское снотворное для нас, верить которому ни в коем случае нельзя. На самом деле татарский народ, но пока не нация, находится в умирающем положении. Своими похвалами они нас просто только усыпляют. В переводе с русского языка это звучит так: спите, татары, спите и не волнуйтесь, у вас все хорошо, мы, русские, защитим вас, мы все за вас сделаем, мы же научили вас писать и читать, когда вы ходили в лаптях, вы только спите, мы же ваши старшие братья, и мы вместе уже почти 500 лет, и у вас с нами очень много смешанных браков, спите, только не задавайте лишних вопросов о языке, о культуре, о том говне, в котором вы живете, спите и не просыпайтесь. Вот что означают эти хвалебные речи о татарах и Татарстане. И вот пока мы спим, пока на нас это все время действует русская снотворная пропаганда, у нас выросло новое поколение татар, которые с пеной у рта, отказываясь от татарскости, от своей национальности, доказывает нам, повторяя русскую пропагандистскую туфту, что русские нам братья. Как бараны в атаре, которые тоже говорят, что пастух и собаки наши братья, ведь они нас охраняют. Но в то же время мы не должны отталкивать их. Мы, патриоты, националисты, активисты, должны с ними работать, объяснять им, какое государство мы можем и должны построить. В их заблуждениях нет их вины, потому что настолько сильная, давящая русская пропаганда, настолько сильно оказывается давление на нас, татар, что это то, что и сделало их такими. Если мы, для примера, возьмем куклу и обваляем ее в песке, и потом ее потрясем, песок рассыпется, а кукла останется. Если взять того же татара и потрясти его, то от него ничего не останется, потому что он весь состоит из русской пропаганды. Русские власти прекрасно понимают, что их Россия стоит на колосе, который называется Татарстан. Если завтра Татарстан объявит о своей независимости, то как домино посыпется вся Россия. Нам, татарам, необходимо перестать бояться перемен. И не только нам, татарам,
русским, чувашам, марийцам, всем тем народам, которые проживают на своей земле. В нашем новом, независимом, светском, демократическом государстве Татарстан будут законы и конституция, которые будут защищать нашу с вами частную жизнь человека. Никто, и государство в первую очередь, не будет иметь права совать свой нос в личное дело человека. На ком он женат или за кого она вышла замуж, какого цвета у него кожа или волосы, какому богу он молится, какой он национальности и так далее. Именно такую политику несет наша партия «Янарыш», наша партия «Возрождение». Мы с вами должны построить такое государство, принять такие законы, чтобы в нашу страну стояли очереди из инвесторов. Инвесторов из Америки, из стран Европы и Азии, из самых современных демократических развитых государств. Но я должен сказать, почему же все-таки Татарстан сейчас живет лучше многих других регионов. А в советское время наш Татарстан опережал многие советские республики по экономическим и другим показателям. Ну, во-первых, это татары, это наши люди, это мы. Татары умный, предприимчивый, находчивый, храбрый народ, миролюбивый народ. Но, к большому сожалению, мы сейчас все находимся в спячке под русским снотворным. А еще мы очень долготерпеливый народ. В 90-е годы, когда мы могли спокойно освободиться от наших врагов, когда русские давили танками чеченцев, наши власти просто нас продали. Вместо того, чтобы наотрез отказаться от русских переговоров и подачек, вместо того, чтобы помочь чеченцам, Шаймиев и компания поменяли нашу свободу на доллары, став миллионерами и миллиардерами. Тогда русские были слабы, как сейчас, утопали в крови убиенных ими чеченских женщин и детей. Они не могли открыть еще один фронт на татарском направлении, потому что не было ни сил, ни ресурсов. А те сплетни, что якобы у наших границ стояли русские танки, это фантазии шаймиевской банды для нас. Тем более танковая часть стояла и стоит у нас в Татарстане, ворота от которой в то время были открыты. Бери не хочу. Есть три варианта, когда политик идет на преступление против своего народа. Первый – это когда он может просто продаться за предложенную ему сумму. Второй – когда человека можно запугать или шантажировать. И третий – когда политик может предать, не выдержав пыток, что на самом деле простительно. Так вот, Шаймиев и компания продала нас на первом же этапе. Татарстан тогда закидывали долларами, в то время, когда чеченскую землю закидывали бомбами. И вот теперь мы пожинаем эти плоды. «Без булдаребес», говорили нам Шаймиевы и Минихановы. Теперь нас лишили окончательно нашего языка. Нас лишили государственных названий, государственных институтов. Скоро нас лишат республики. А потом они повесят таблички с надписями «В скверах и парках татарам и собакам вход воспрещен», которые висели в середине 1800-х годах в Казанской губернии. Но почему-то мы, татары, не в состоянии лишить власти тех, по чьей вине все это произошло и происходит. Почему так? Да потому что нам нужна только независимость от русских оккупантов, от их ставленников Шаймиевых и Минихановых. Мы не должны верить ни одному слову русских. Мы не должны верить даже одной букве, которую они произносят. Сейчас русские власти запустили очередную для нас, татар, надежду под именем Надеждин, который на самом деле, говоря с издевкой, что якобы парламент Татарстана сам должен принимать решения о татарском языке, прекрасно знает и понимает, что этому никогда не бывать, что русские теперь нам этого никогда не позволят. Нас просто держат за баранов. Сегодня для татар придумали Надеждина, а еще вчера на прошлых, в кавычках, выборах пачкала своим присутствием нашу татарскую землю проститутка Собчак, которая тоже вешала нам лапшу на уши. Разве можно им верить? Разве можно верить и тем якобы хорошим русским, кто сейчас находится за границей, которые якобы оппозиционеры? Разве можно верить тем русским, кто сидят в русских тюрьмах, которые хотят построить какую-то новую Россию? Какой вид рабства на этот раз нам предлагают Ходорковские, Гудковы, Пономаревы, Миловы, Соловьевы, Навальный и Яшины?
и другие комсомольцы-добровольцы после из тюрьмы. Все они летят на разных самолетах, но точка сбора у них одна. Это не русские территории, это мы с вами. Им нужны мы, только как рабы. Миллионы русских стариков, старушек живут впроголодь. Тысячи русских детей беспризорны. Алкоголизм и наркомания поедают русских людей. Войны каждые 10-15 лет, забирающие жизни у тысяч русских. Нет дорог. И в ваших домах нет даже туалетов. Почему вы не решаете проблему русских? Зачем мы вам? Что вы нам можете предложить? Давайте посмотрим на вашу русскую историю за последние те же 500 лет. Назовите хотя бы одно десятилетие или хотя бы пятилетие, когда люди, неважно какой национальности, жили хорошо на земле, где и когда властвовал ваш русский сапог. Такого никогда не было и никогда не будет. Потому что даже слово «Россия» и слово «свобода», слово «Россия» и слово «счастье» просто несовместимы. Так что же вы нам хотите предложить, кроме нищеты, беспредела, безнадеги и рабства? Мы не русские, слава Богу, мы татары. Мы больше никогда не будем с вами иметь никаких дел. У нас с вами не будет никогда ничего общего. Скажу вам больше. Мы не пойдем, даже если нас к себе позовет Америка, сделав нас очередным богатым штатом, закидав нас золотыми горами. Не пойдем даже, если англичане скажут нам: мы вас озолотим, вы будете жить, как в раю. Мы не пойдем, потому что татарам, как воздух, нужна свобода. Потому что через 10-15 лет независимости мы будем жить, как в Англии, и не хуже Америки. А вы по сравнению с ними кто такие? Профессор Валерий Соловей, который говорит, что Путин живет в холодильнике и что Путин сдох. Ну а нам-то, татарам, что из этого? Вернее, не живет, а лежит. Разве дело в Путине? Разве дело в путинском режиме? Разве был Путин все то время, когда над нами русские устраивали геноцид, уничтожали нас, запрещали нам веками жить на своей земле, селиться вдоль берегов рек? Ну и что нам, татарам, что сдох Путин? Ведь Путиных еще примерно 100 миллионов человек. Нам что ждать, пока они все сдохнут? Необходимо разобрать эту территорию под названием Российская Федерация. Мы, татары, не должны к русским не иметь никакого отношения. Мы разные с русскими на уровне ДНК. У нас абсолютно разные культуры, обычаи. Мы должны игнорировать все, что несут эти Соловьевы и Соловьи. Потому что это одна и та же шайка, которая контролируется русскими КГБ. Там, где убивают за одно слово против власти, где убили не одну сотню журналистов, убили таких политиков, как Немцов и других, Соловей, живя там, несет русским очередную чушь и вранье, потому что русские не могут жить без чуши и вранья. Они-то прекрасно понимают, что нужно русскому человеку. Чтобы быть президентом у русских, нужно иметь всего две вещи. Это врать и нести несусветную чушь. Как раз этим и занимается профессор Соловей, начав борьбу за власть, обманывая и забивая очередной чушью головы русских. Раньше в этих головах была коммунякская чушь. Рассыпался совок. Все поняли, что это была просто чушь. Потом начали забивать головы русских другой чушью, а именно ненавистью к соседям, ненавистью к другим народам, что привело в итоге к самой кровопролитной войне против храброго украинского народа за последние 80 лет. Теперь Валерий Соловей забивает головы русских очередной чушью, говоря о какой-то новой России. Они там уже собрались, как говорит в своем видео профессор Соловей, депортировать на войну 3 миллиона таджиков, граждан России, обвиняя этих бедолаг во всех русских неудачах. Там же Валерий Соловей заявляет, что они лишат гражданства тысячи узбеков и таджиков, которые якобы купили гражданство. То есть новая власть не будет заниматься экономикой, обустройством и будущим своей страны. Они не будут строить туалеты,
не будут разбираться с теми, кто продал эти гражданства с паспортами, а будут разбираться с узбеками и таджиками. С ненавистью говорит Валерий Соловей. Нужно ли нам, татарам, жить в этом никогда неисправимом диком племени орков? Конечно, нет. Валерий Соловей, будучи профессором, не читал лекции в университетах рабочим, как лопатой мешать бетон или копать траншеи для укладки труб. Он как раз и учил тех, кто продает эти паспорта. Он учил среднее и высшее звено руководителей и менеджеров, начальников полиции и так далее. А что до тех, кто даже если их и купил, то в каком говне ты живешь, таким говном и пользуешься, и они ни в чем не виноваты. Мы, татары, для русских, для таких, как Соловей, такие же, как и таджики и узбеки, которых они ненавидят. Посмотрите внимательно, с какой ненавистью Соловей говорит об украинцах. И в конце видео часто говорит: «Победа будет за нами». Разве не понятно, что Соловей говорит о победе над украинцами? Надеюсь, что он и такие, как он, на заметке у украинских спецслужб. Мы, татары, должны построить сильное государство с сильной мобильной армией. Если на территории Татарстана есть ядерное оружие или его разработки, то необходимо обязательно его оставить у себя. А если его нет, то обязательно его создать. Мы хорошо знаем на примере Украины, чего стоят обещания и договора западных стран. Кстати, недавно я посмотрел видео, где девушка, представитель правительства независимого Татарстана в изгнании, говорит, что мы, татары, должны будем заплатить Украине репарации за войну, которую развязали русские. Мне кажется, прежде чем заявлять и говорить такие глупые вещи, необходимо советоваться или немного разбираться в теме. Ведь девушка говорит от имени хоть и нелегитимного во всех смыслах правительства, но от имени как бы всех татар. Кто дает добро на такие популистские заявления? Мы не можем и не будем платить никаких репараций. Не потому, что мы не хотим помочь нашим братьям-украинцам, а потому, что мы сами рабы. Мы подневольные и не нападали на Украину. И платить репарации должны русские и украинцам, и нам, татарам, и всем порабощенным народам. Получается так. Советский Союз напал на Афганистан. Потом совок рассыпался. И эстонцы, узбеки, азербайджанцы и остальные народы должны платить и платили им репарации. Мы, как независимое государство, татарское государство, обязательно должны будем судить военных преступников, которые принимали участие и помогали русским властям в военных преступлениях в Украине. Выдать их международному суду, если это потребуется. Мы обязательно, если будет у нас такая возможность, будем помогать восстанавливать братскую Украину. Но о репарациях не может быть и речи. Русские недавно объявили себя государствообразующим народом на территории, где проживает более 150 народов, разных народов и национальностей. Не спросив у этих народов, не понимая, с забитыми напрочь очередной чушью в головах, что это прежде всего огромная ответственность. В связи с этим хочу обратиться ко всем нерусским народам, к их активистам, к таким организациям, как Лига свободных наций, как Форум свободных государств пост-России и другим национальным движениям, которым не безразлична судьба собственного народа. Давайте подадим коллективный иск на сексиллиарды долларов в международные суды, а также в ООН по правам человека от наших народов за геноцид, за издевательство и нарушение всех наших всевозможных человеческих прав и свобод. Ведь сейчас есть и ответчик – это русский государствообразующий народ. А нам, татарам, необходимо объединиться в единый сильный ударный кулак. Как раз наша партия и создана для этого. Пока мы не можем зарегистрировать нашу партию на нашей земле, потому что она оккупирована врагом. Но мы можем зарегистрировать слово «Янарыш», слово «Возрождение» у себя в сердце. Если у нас будут миллионы, то мы сможем избежать кровопролития. Нам свободу на блюдечке никто не принесет. Мы, татары, должны возродиться. Нам необходимо простить все обиды друг на друга, забыть все старое и ненужное. Только мы сами, ни на кого не надеясь, должны вытащить себя из этого болота под названием «Русский мир». Мы, татары, мы должны гордо с поднятой головой говорить это слово «татары». Мы должны построить такое общество, чтобы, когда мы говорили
наш пароль татар, открывались все двери в мире. Как они открываются, как эти двери открываются перед американцем или англичанином. Бигзу рахмат сезге.